Друзья, всем привет! Ну что, очередной выезд. Рыбалка по налиму, весна. Сегодня у нас 10 мая, ребята, всех с прошедшим праздником, Днем Победы. Вчера хорошо в деревне отмечала, прям шашлыки жарили там, ну, прям чувствовалось, что вот люди прям празднуют. Но не суть, ребят, что, вода начала падать. Начали открываться места потихоньку, ну, начали. В общем, я в очередном месте, в своем, лайтовом,
где рыбалки были, рыбалка есть. И как бы смотрю, кусочек открылся. В общем, ну залетел сюда, ребят. Конечно, еще не особо он открылся. Чуть-чуть только начал, но уже можно. Можно донки 4, наверное, поставить точно. 4-5 попробуем как-то запихнуть. Подъехал сегодня тепло, ребят, 12 плюс. Дождя не обещается. В общем, шикарная погода. Думаю, съезжу. Вот эта полянка, ребят. В прошлую весну я здесь делал рыбалку. Что-то 2 налимчика у меня здесь было, помню. Погода была ужасная. И вот все как есть, ребят, как я оставлял, так оно все есть. Мои рогатульки от костра, от фонарика, костровища. В общем, никого здесь не было ровно год, ребята, именно на этом месте. Вот. Походил сразу по берегу. Ну, делаю такую разведку. С дровами, ребят, напряг. Опять же, лес с той стороны, здесь такой, как палисадник, осина, вперемешку с березой. И поле идет. Поле с болотом, много шиповника. И как бы, блин, дров качественных нету. Есть сухая ива вот эта. Ну, блин, ребят, такое она себе, конечно. Для костра я люблю качественные дрова. Чтоб они прям горели, балдел я. Так как сегодня взял маленькую палатку. Даже, ребят, не маленькую палатку, а что-то подобие я вам покажу. Это подгон от братульца. Братулец, привет тебе огромный. Когда он приезжал на первый лед, он мне привез. Андрюха говорит, частенько ты сидишь возле костра, спишь, бывает, там возле костра. Вот тебе не палатка, а что-то типа как навеса, ребят. В основном это сооружают, конечно, выживальщики, там, охотники, когда вот ночуют, там, допустим, в лесу. А это здесь прям готовая уже штука. Я еще ее не открывал. Вместе откроем, посмотрим, что вообще, что такое. Вот. Ну и заночуем, ребят, что? Заночуем. Ну что, уже темнеет. Темнеет, ребята, уже в 10. А рассветает там уже в 2, в 3. Как бы уже подходят белые ночи. И скоро будет вообще красота. Ночью небольшой морозик, ну как морозик, минус 4 градуса, ну на реке будет 2, то бишь даже не будет мороза, будет прохладненько, но это нормально. Я думаю, как-то перекантуемся. Ну вот, чтобы перекантоваться, нужны качественные дрова, и надо куда-то, ребят, ехать. Чуть ниже есть остров, я так называю, дровяник. Всю весну ребята туда натягивают бревна, всякий хлам. Лето он все сохнет, и потом просто приезжаешь туда, пилишь, уезжаешь, приезжаешь, пилишь, уезжаешь. Потом что летом туда езжу за дровами, что зимой на мотособаке поднимаюсь, как раз все равно по реке иду. Чик-чик-чик, я бывает там даже заготовки делал, ну уже пилил, чтобы в следующий раз, ага, надо будет, едешь, уже не надо там с собой пилу, грубо говоря, уже у тебя напилены там лежат. Ну, вот придется туда съездить, привезти. И забалдеем. Такие дела. Давайте, ребят, попробуем. Всем приятного просмотра. Вот поехали. Пятачок открылся. Ну, вообще небольшой, грубо говоря. Даже вот туда еще не пройдешь. Но вот я когда сейчас ходил, когда был я 6-го, здесь была вода полностью. Вот смотрите, как вода упала. То место по-любому уже четко открылось. Но охота что-то новенького, ребят. И надо проверять. Тут должен в этой яме ждать Никодимчик по-любому, потому что место интересное, но, к сожалению, блин, вот там все еще затоплено, здесь именно как крутит, а туда дальше потом опять идет большое течение, и там очень много зацепов, как мне помнится, как бы вот основное место это вот здесь. Ну и вот, говорю, вот этот пятак, вот мой старый костровище, вот она засыпанная кору сейчас нашел, вот эта палка. Я делал чай, а вот этот я сюда вешал прожектор. Вот она стоит. Говорю, никого не было. Вот такой пятачок, ребят, видите, вот такой палисадник. Вот. И как бы здесь, вот здесь можно заютиться. Как бы более-менее ровное место. Такое, полянка такая высокая, сухая, уже можно поваляться.
Вот. А там даже вот местами еще вода стоит. Вот. Ну и дрова, вот сами видите, какие. Вот есть вот это. Вот эту можно пилить, конечно. Ну, блин, такое себе. Короче, поехали за дровами. Время 5 час. Дров привезем, и уже будет все хорошо. Ну вот, друзья, вот этот остров, я его называю Дровяник. С каждым годом сюда все добавляются дрова. Вот пиленые, видите, вот свежее занесло, вот это свежее, скорее всего. И вот здесь спокойно подъезжаешь, как говорится, и берешь сколько тебе надо. Вот так вот. Вот тут сейчас вот вода была буквально на днях. И вот сейчас все, дрова остались. На этом острове чаек очень много. Они здесь сейчас плодятся. По той стороне хорошо. А так они тебя не пустят сюда. Такие дела. Так, ты уплывешь или что? Или мы тебя поймаем? Мы тебя поймаем, да? Залез, ребят, в завал сюда. Тут вон четкие дрова. Вот так вот. Четкие дрова здесь. Аккуратненько, конечно. Все ходуном ходит. Но нормально. Опа. Стоять. И вот так попилим сейчас. Ну вот, ребятки.
такие экстремальные дрова получились. Я сначала с той стороны зашел, а вода упала, и такая каша там, блин. И вот дрова прям на ней лежат. Будешь переворачивать, то бишь дерево все в грязи будет. Ну, просто цепочку сразу затупишь, как бы, и да и там в грязи их там ковырять нафиг. Объехал, смотрю, висят, подъехал. Они как раз на воздухе, сухие, ну, короче, в аккурат. Вот так, ребята. Вот это дрова, я понимаю. Мне здесь тут даже больше, чем на ночевку хватит. Ну, смотря, конечно, как полить. Вот уже и стул есть, и стол. Как бы так. Ну, чё, ну, потратил я там пол-литра бензина туда-обратно. А какой пол-литра? Стакан бензина потратил. Ну, это мой кайф, ребята. Это мое здоровье, мой отдых. Вот. И то, что вот тоже четко вот ПНД, да, ребят, ну вот на резинке так попробуй, на ПВХ, допустим, вот так привези, блин, все равно сучки можно привезти, я возил, ну, блин, глаз да глаз, аккуратно. А тут вон бам-бам, чик, покидал, пятнашечка, ребята, спокойно вывозит, в глиссер даже вышел, как бы вообще отлично. Прибрался 3 секунды, у меня с собой всегда ведерко, губка, ну, чтобы вот это там опилки вот эти там не летали по лодке. Пока они на носу, я их протер, как бы все, у меня по лодке порядок, сохнет, все четко. Такие дела. Так что я очень рад, ребят, что вот перешел на жесткий корпус. Мне очень нравится. Вообще, здесь все простенько, вот данной лодки. Конечно, можно тут уже и что-нибудь сделать. Фары спокойно можно поставить, так как мотор выдает. Можно все это сделать. Как бы тут можно работать с ней, как бы. Ну, вот этот простота, ребята, мне она вот то, что мне нужно было. Вот это лишнее, вот это все мне. Я вожу кучу вещей, и мне нужно много места, пространства, в общем. Ну вот, я к чему добивался. Все. Теперь это то, что нужно, ребят, для меня. А по поводу водомета, ребят, спрашивают. Да все нормально, стоит. Он у меня стоит возле дома. Ребята мне его осенью привезли. Многие знают, что я там, мы ее облегчили. Вот. Но я не успел, ребят, ее спустить в прошлом году. Как бы, ну, в этом году будем тестировать. А сейчас по большой воде, как бы, ну, зачем мне нужен водомет? Водомет нужен именно летом, ребят, когда все обмелеет, когда я не могу на винте ходить. Вот тогда да. Для этого и бралась лодка. И заезжать в какие-нибудь другие речки, ну, где вообще на винте не пойдешь. А сейчас с такой водой здесь и на 50-ке ходи, на 40-ке ходи. Без проблем. Так, все, отлично. Палатку там ставит 3 секунды, маленькая. 17:06. Наверное, займемся доночками. Посмотрим, сколько получится. Ну, я так прикинул, вот там одну забубеним. Там надо на углу обязательно. Вот возле кустов, тут. Ну, еще, может, в кусты туда кинем. Так, там мелко, течение. Ну, там, возможно, даже на меляках может ясь хапнуть. Как бы вот с этим расчетом. Если зацеп там не поймаем, ну, там, скорее всего, мы поймаем зацеп. Ладно, то попробуем. В общем, что, ребят, чаечек. Погнали.
Так, ребят, ну чё, поставил я 4 штучки. Но жестко, все равно жестко. Здесь хоть и крутит, ребят, но, блин, такой этот водоворот получается. Донки подхватывает. Эту кидал на 10, на 12 метров. Ее поволокло, 175 груз не держит. Укоротил на 2 метра. Вроде как встала. Эту 13 метров кидал. В ту сторону тащит. Укоротил на 10 метров. Это вроде как встало, не знаю. Ну и там вообще в кустах, ребят, пришлось поставить. Короче. Там, я понимаю, что там на дне, наверное, даже такой водоворот. И как бы, ну, налиму это приветствуется, нет? Яма туда хорошая. Здесь, конечно, налим живет. Ну, жить-то он может и живет, но вот кормиться вот, возможно, там не кормится. Попроще ему на меляк выплыть куда-то на пляж, в тиховодку и найти какую-нибудь плотву или каких-нибудь червей и пообедать, так скажем. Ну и туда, ребят, пошел, думаю, там еще парочку кину. Блин, там такая тяга. Она будет стоять, ее будет тащить, и она будет искать себе зацепа и, ну, не пойдет. Везде покосы, ребята. Вон лось тоже здесь ходил. Прям на обрыве, вон свежие коцки. Там коцки. Вот такой полисадничек. Блин, вот чуть-чуть бы еще на метр вода упала. Здесь можно бы было отрыбалить. Ну, блин, ладно, ребята, захотел я здесь остановиться. Так что, ну, что будет, то будет, что уже. Там, да, там сейчас шикарно. Где была рыбалка, 2 уже. В первую рыбалку мы там отстрелялись, даже леща поймали. Сейчас ездил, еще больше вода была. Впустую. Ну и, в общем, сейчас там вообще самое классное. Ну, блин, охота, ребят, что-то новенькое. Ну, 4 донки. Будем надеяться на эту, скорее всего, на эту. На 2 донки. Ладно. Поставим лагерь, ребята. У нас тут интересная палатка. Не палатка, даже навес, как я вам говорил. Посмотрим, что вообще себя представляет. Так, погнали. Погнали наших городских. Поближе к деревне. Вот этот гермак, ребята, у меня здесь палка спальная. Ну и газ, как бы, чтобы перевозить. В общем, друзья, смотрите, что у меня есть. Так. Вот такое чудо. Fish Tent 2. Джунгли Кэмп. В общем, водопроницаемость 2000 миллиметров. Вес 1,3 килограмма. Ну вот так, в общем, я так понимаю, она выглядит в таком чехольчике. Это подарок от братульца. Братулец, кто не понял, это Пашка с Москвы. Кстати, мы с ним увидимся уже буквально через 2 недели. Куплены билеты, ребят, впереди четкий контент. Я думаю, будет бомбезная рыбалка, я надеюсь. И вот он у него говорит, у меня, Андрюха, есть такая штука, говорит, а ты, говорит, сидишь вот на пляжах, говорит, постоянно. Ни укрытия, ничего. Вот. Что-то типа такого подобия. Так, что мы имеем? Ну, чехол сам от навеса. Так, я так понимаю, здесь колышки даже есть. Присутствуют. Первый раз, ребят, ставлю. Буду ставить тоже, да, есть. Ну, понятно, такие. Это даже не колышки, это хрень полная, конечно. У меня на маленькой палатке такие же колышки, я ее не ставлю. Так, ну и сама, я так понимаю, палатка. Так, вот это у нас дно, я так понял. Это у нас дно. И вот сама наша палатка. Так. Наши дуги. Дуги. Так, одна длинная, одна короткая и одна короткая, да? Все понятно. Так, три дуги. Так. Короткая дуга, ребята. Короткая дуга, она у нас, наверное,
Боковая. Боковая. Так. Здесь, наверное, длинная проходит. А это вот как раз боковая. Совершенно верно. Надо будет разобраться. Первый раз, ребят, непонятно пока. Ну, ничего тут, наверное, нет такого замудренного, как просто эти дуги соединяются. Так. Дуги. Это сюда, наверное, да, скорее всего? Да, совершенно верно. Вот так. И вот так. Слетело там. Да. Есть контакт, ребята. Контакт есть. Так, теперь мы вторую запускаем. Тоже короткую. Тоже коротенькую. Сейчас разберемся, ребят. Чего страшного тут нету. Ну и потом поперечка, я так понимаю. Все. Тут она еще, вот видите, фиксируется на лямки всякие. Ну, не на лямки, на вот эти. Завязать надо будет потом. Так. Еще одна есть. Поехали. Еще одна готова. Опа. Ну, что-то есть. Так. И сейчас поперечку, ребят, ставим. И все красиво. Ну все, ребят, что, хижина готова. Ну вот такое укрытие. Ну вот как стена, понимаете, вот именно вот. Даже зимой, мне кажется, вот ставить ее и вот тут сидеть, ящик сюда поставил, и у тебя вот снег, вот не снег, как бы вообще похрену. Собирается она быстро, ребят, только единственный момент, я сначала вот эти боковые поставил, а потом длинную, наоборот, изначально длинную поставить, и все нормально. Че, пойдет? Утянулся, тут вот 4 утяжки еще есть. Я эти 2 боковые сделал. Тут завязывается, ну как стандартно, наверное. Такая камуфлированная. Вот здесь тоже утяжка. Ну и в принципе все. И вот такой брезентовое такое, ребят, дно. Ну, от воды, нет воды. Даже карман есть. О. Даже есть карман. А так, ребят, вообще песня, я бы сказал. Дождь. Вот именно определиться, с какой стороны ветер, чтобы он в спину шел. И как бы вот так. Да, вообще. И вот костер, ребят, делать над ее. И вот спи, пожалуйста. Ну да, только, наверное, прогорит она. Надо вот в аккурат. А так вот тут я сейчас сижу, вот даже тут тепло. Не, нормальная вещь. Как бы где-то что-то там на пляжу, в поле, не знаю, хочется там, не хочется, вот такое укрытие сделал. Вот вещи уже, да, у меня уже все здесь
Вот. Как бы так. Ну и единственный момент, надо вот по ветру ставить. Если сюда она будет ветер дуть, это как парус ее утащит. Ну вот так. Сумками зафиксировал. Нормально, короче. Буду балдеть. Костерок здесь. И от костра будет тепло мне. Четко. Насколько не укорачивал, ребят, все равно подхватывает ее течением и все. И тащит, блин. 7 часов. Перезаброшу. Перезабросим, перезабросим. Место интересное, ребят. Здесь яма. Видите, там как крутит. Поводки новые ставил. Перед рыбалкой делал обход. Не знаю, тут что-то сбито. Клювал, что ли, кто-то. Тащит. Ну тут яма капитальная. Будет налим, здесь не будет. Ночью бродить. И уже от нас, ребят, ничего не зависит. Вон там что происходит. Все крутит, вертит. Ладно, что. Надо место проверить все равно. А вдруг, ребята, как зацепим на пятак. Так. Все равно подхватывает, блин, а. Уже укоротил. Он уже тут недалеко ее. И все равно вот ее подхватывает. Как ни странно, ребят, поклевка именно на эту донку, на которую я вам говорил. Конкретный звоночек был. Все четко слышно. Я сижу, кушаю. Время 19:36. Вот, пожалуйста. Первый звонок. И что это? Кто это у нас? Я, кстати, проверил донки. Вот эту тащит в ту сторону. А эти так более-менее. Ну, трава есть, но не особо. И они, получается, у меня на свале лежат вот так. Тут же, получается, основной берег.
идет спуск. И получается река только там. И вот они на свале у меня лежат. Ну, никто не дергает, ребята. Но поклевка была. 100% поклевка. 7:30. Че, налим, что ли, вышел уже? Тут вода, конечно. Ладно, попробуем. Что-то цепляется еще. Так. Кто-то хапал, ребята. Да, вот на эту. Четко. Может, конечно, и это не налим. Но поклевка была. Так, отлично. Грузил он там цепляется. Вот на этот крючок. Угу. Так, ну ладно. Это хороший знак. Вот это дрова, ребята. Я понимаю, как дрова. Бомба. Небольшой ветерочек есть, но я думаю, ближе к ночи подубавит. Так, ну поклевка была, ребят, 100%. Как бы здесь уже меня точно как бы этот трава там что-то, не трава. Тут видно, еще пару раз качнул даже. Ну, возможно, не налим. Может, или еще какой. Все возможно. Ух. Хорошо. Все, начинаем рыбалку. Время 8 вечера. Есть контакт, Васька. Есть контакт. Тихо, 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 тихо. Братишка, тихо. Ползаете, да, все-таки вы здесь? А, у меня щипцы же там, блин, это. Надо достать. Ну, внедрил. Так и внедрил.
Первый Никодим, ребята. На коротенькую. Зацепил. Главное стояла. Потом резко начала спускать ее течением. Я думаю, ну, подхватила. А ползает, ребят. Такой килограммовый красавчик. Так, ну что. Там тоже поклевка была. Явно. Может, налимчик. Ну, что-то... Это хапанул нормально. По зубам прям попало. Четко крючок зашел. Распечатали, ребят. Классно. Ну что, первый есть. Такой жаренок. Неплохой. Многие там говорят, что вот типа мелкого берешь. Ну вот, ребят, у нас сейчас такой налим сейчас ходовой. Залетел первенький. Отлично. Ну, если так дело пойдет, то может поклюет еще, ребят. Не знаю, телефон сел. Ставить надо на зарядку. Так. Красота. Ребят, налил чарочку. Ну, за Никодима. Поднять надо. Сейчас уже потемнеет. Надо фонарики будет доставать. Да не суть. Вообще хочу бахнуть, ребята, за любимое дело. Вот, в общем, у кого есть вот это, да, любимое дело, кто вот кайфует там, вот за это и хочу выпить. Ну, там не важно, да, вот. Я вот люблю рыбалку, допустим, вот. Кто-то там на снегоходе кататься, там по катушке именно, у них же там слеты, там байкеры, вот это там, да, эти там, кто-то там путешествовать, будет сплавляться, там, неважно, по горам ползать, там. У всех свой кайф, как бы, ну, все где-то там, короче, двигаются, и все от этого получают какое-то удовольствие. Также и здесь, ребята. Ну, еще, когда удовольствие приносит какую-то копейку, вот, это вдвойне приятнее, конечно. Я тем говорю, кто постоянно меня там заставляет выйти на работу. Ребята, блог это не только хобби, увлечение, но здесь есть какой-то заработок. Да, сейчас, конечно, в последнее время блогеров щемят везде, ущемляют там и там, но все равно как-то крутимся. Если, допустим, у меня получается здесь заработать, зачем мне идти куда-то на какой-то завод работать, если я могу, допустим, ту же копейку заработать вот так, сам себе хозяин, и ни от кого не зависеть. Именно вот как ну, имею в виду выходить вот сегодня на работу там, до 6 вечера. Я сам себе хозяин. Я плачу налоги, стараюсь как-то заработать, показать вам что-то, поделиться. Ну, не более того. Просто многие там постоянно меня на завод требуют, чтобы я вышел. Был бы он еще завод, ребят, этот в деревне. Другое дело. Так что за кайфы, за любимое дело, ну и как бы за рыбалку, блин, будем. Так. — 20:37. Ждем звонка. Я думаю, он еще будет.
Походу поклевка, ребята. Что-то прынк. Не понял. Спустился вниз. Вот это. Как будто бы. Второй раз, ребят, на нее. Ну, что-то пока непонятно. Потемнело. Постоим, посмотрим. Блин, кто тут клюет, ребят? Обглодал все крючки опять. Блин, это походу не налим, ребятки. Это кто-то другой. Вон. И нифига. Странно. Только перезабросил, ребята. Ну а тебе. И тут что? И тут у нас что? Вот, блин, это же поклевки, ё-моё. Даже утка говорит, да. Не, это поклевка, ребята. Это поклевка. Засранец. Небольшой. Они что ли хулиганят? Ну, смотри, с краешку, вообще с краешку. Скорее всего, ребята, не такой небольшой налимчик. Ну там тоже трыдрин, 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 трыдрин. Ну, с краешку тут нормально, повезло, все хорошо. Просек. Так бы сейчас тоже не подсек бы, надо подсекать бы. Давай, бродяга. Ух, какой. Куда пошел? Не туда пошел. Сейчас уйдет. Только перезабросил, и на тебе. Видать, небольшие налимчики хулиганят. Ладно. Тоже радует. Блин, пока с этими налимчиками, ребята, тут воюю. Чувствую, что-то у меня такое зарево большое. Чуть не сгорел нахрен. Полежка выпала с костра, покатилась. Трава сухая. А я так, ну, у меня обгорело уже вокруг костра, чтобы дальше уже не шло. Видать, дальше ушла и, блин. Вон, ребят, как полыхнуло. Вот аккуратно, конечно, блин. У меня такой пятак уже обгорел. Думаю, ну все, дальше не пойдет. А полежка упала туда, укатилась. Ну, иду, смотрю, у меня тут горит все. Ну, запинал вроде нормально. Блин. В таких местах аккуратно, ребят. Надо или окапываться,
Как-то так. Ну, уже дальше не пойдет, уже все обгорело. Глаз да глаз нужен. Так, что у нас? 21-27. Ну, что получается? Значит, это поклевки все были. Я говорю, да как не может мне? Звенит же. 7 часов, полседьмого там было. Пожмякал. Сейчас сразу же подряд перезабросил все. Кстати, перезабросы, ребят, тоже очень важны. И частенько бывает после заброса сразу же налим берет. Многие знают, кто налимом занимается, что его ловят на стук. Конкретно стучат по дну. И вот грузила, она тяжелая, она на дно падает. Создает вибрацию, и бывает, что налим подлетает потом к наживке. Ну и тут получилось так, что я вот эту перезабросил. Все было хорошо. Я эту перезабрашиваю, и поклевка. Вот. Ну, короче, вообще не активно, ребят. Еле-еле, душа в теле. Тры-дрын. Я уже потом встаю, он качнет. Тры-дрын. И вот потом я его на подсек взял. Пучок червя нормальный. Засек вот здесь краешку. То бишь, он не хапает. А вот этот хапнул прям от души сразу. Бам, и он все погнал звенеть. А это тры-дрын. Я даже подумал, что это, возможно, и налимчики до этого клювали. Какая-то белая рыба. А это такая салон. Небольшой мелкий налим вот так. Тыр-тыр-тыр-тыр. Ну да ладно, что, тоже весело. Клюют мелкие. Да, что, конечно. По возможности стараюсь отпускать. Ну, сбоку. А так, когда глотают, ребят, фух, там бесполезняк. Что-то опять надуло, блин. Вроде так все успокоилось. И опять что-то надуло, блин. Главное, чтобы дождя не было, блин. А то у меня палатка-то полуоткрытая. Ее, кстати, как вариант, можно вот так перевернуть, и у тебя как кокон будет. И от дождя спрятаться также. Нормально. По кайфу. Что, ждем дальше, ребят. Время самый такой пик, по идее. Я думаю, должны еще отхватить. Опять звоночек был, ребят. Он, видите, что делает? Обсасывает. И непонятно, что за рыба. Сижу опять там возле костра. Трудень. Вышел на пляж, ну, на берег.
Тишина. Сел опять трын-дрынь. Ну, смотрю, вот это опять крайне. Так и не могу распечатать. Что за тут? Кто тут такой воин, блин? Ладно. Надо наказать срочно. Сучкастая, блин, зараза. Все равно возьмем. А вот так вот. Что-то непонятно, кто там такой звенит, ребят. Налим, что ли, там мелкий там хулиганит. Как будто бы не на лиме поклевки. Непонятно. Так, время у нас 22:51. Время уже 11. Че, блин, опять вечерний выход и все. Ну, рыбачим, ждем. До 12 до часу стабильно, ребята, стою. Ждем. Тут что у нас все на ладони. С-под обрыва все классно слышно. Тем более я тут на улице. Укрытие мое мне очень понравилось. Боковой ветер, вот сижу и как бы, ну, от костра тепло идет. Ну и ветер как бы не попадает. Ну, бушлатик одел. Прохладно все равно. 4 градуса сегодня обещали. Ну, на реке может будет градуса 3-2 там. Чайку потягиваю. Кушать неохота, перекусил. Что-то пока вообще неохота ничего. Так, красота, ребят. Кайф. Тишина вот это, блин. Свой кайф в тишине посидеть тоже. Хрена стрелил. Костер только прям трещит прям. Люблю вот такой треск. А в печке, ребята, когда он вообще выдает. Но ветер, блин, все равно, ребят, ходит. Ладно, что. Дело наше маленькое. Травы нету. Черви все вон, пучки отличные. Ходить не надо постоянно. Сходил так, проверил. Ну, сидишь. Блин, такой вечер был. Начало такое интересное. И опять вот. Ну, говорю, рыбалка 3 поклевки, ребята, у нас. Я уже так называю, уже стабильно. Вот опять кто-то. О. Тут звенит, ребят. Посмотрим. Блин, ребята, класс. Полнолуние. И такой отблеск от луны идет. Прям, знаете, прям картину можно писать. Ну, такой кайф, только, говорю, только на лимятнике видят. 100%. Кто сейчас на реке? Никого нету. Опа. Нет, поклевка, ребят. Я думал на ту. На эту дергает. Кто-то дергает. Опять, походу, небольшой.
Охренеть, ребят, дуплет. Вот это да. А, вот получается, наверное, вот такие, ребят, клюют. Вот такие шибают. Дуплет, ребят, давно дуплет не ловил. Офигеть. Ну вот получается, вот эти, наверное, извинят, они вот слишком-то уже мелкие. Дуплет. Ну что, этот тоже не пойдет, наверное. Давай, бродяга, иди, расти. И вот такой, ребят. Вот они, наверное, шибают. Я-то думаю, кто там такой. А там вот они. На дуплете. Давно дуплет не ловил. А когда-то было часто. Ну теперь все понятно. Значит, это налим. Просто он такого размера, блин. Ну теперь все понятно, ребят. Это значит налимчики там берут. Ну я сказал, что вот эти донки будут работать в углу. Это прям бабкой не ходи. Проверено уже. Уже с каждым годом, ребята, уже прям точечно можно выставляться, потому что, ну уже сколько езжу, уже знаю. И вот прям по месту уже можно сказать, что вот здесь, прям здесь, вот здесь. Ну, это как, знаете, это как вот есть гид там, да, егерь какой-то, он тебе ставит на точку, он потому что уже знает, что здесь там зверь пойдет или вот. Также здесь уже понимаешь, что она будет работать. Ну, не всегда, ну, зачастую. Как говорится, на опыте немножко. Тут никаких понтов, ребят, просто было понятно, что та будет работать. Так и получилось. Ну вот такие звери, это же вообще труба. И опять вот такой попался, вот этот шнурок. Вот они, значит, обгладывают, заглотить не могут. Ну и весь за губу, он не активный вообще, он прикусывает. А бывают такие даже пиявки вот эти, они прям до самых кишков хватают. А тут прям неохотно берет. Ну, разгадал, ребят, что стабильно налим подзынкивает там, это значит налимчики. Ну, просто вот такого размера. Так, ну, дуплет, ребят, знаете, душу так согрел. Помню когда-то, ух, блин. На ночь донки оставляли. Вон до школы идешь, тащишь на двух, сидят, килограмм, полтора. Очень было часто. Часто было, потому что налима было много. И как бы... А тут вот дуплет. Прикольно. Чайковского, ребят, попьем. Луна, блин, такая красота, ребят. Вот на камеру, конечно, не передается все то, что вот ты хочешь показать, вот, чтобы вы ощутили именно вот это времяпровождение, вот именно мое. Очень кайфую, люблю. И по вопросу, тебе не скучно или не страшно, ребят? Нет, не скучно и не страшно. Ну, бывает, конечно, вот весна, что, те же медведи. Какие-то шорохи там бывают, скрип, хруст, гам. Ну, привыкаешь, наверное, скорее всего. А так эмоционально в темноте посидеть на берегу, в лесу. Вот твой пятак, который освещается, там, грубо говоря, туда 5×5. И дальше ты ничего не видишь. Ну, свое такое тоже. Ну, привыкаешь, короче. И потом как-то вот, не знаю. С другой стороны, это тоже плохо, ребят, когда ты привыкаешь, и ты не боишься. А если человек не боится, то это плохо. Это хреново. Страх должен быть, и когда, ну, инстинкт самосохранения пропадает, получается.
Ну, что-то типа такого, не знаю, как донести вам, но боязнь должна быть боязнь, потому что я в лесу, здесь хозяева свои, и как бы всякое может быть. Ну, всякое. А ты один, без напарника, как бы здесь только на себя нужно надеяться. На твою технику, на твое оборудование, чтобы она не подвело. Вот этот фонарь сейчас взял и не потух, когда он тебе еще нужен, еще сколько часов. Там, допустим, здесь, там, ну вот, как-то, ну так. И к таким походам, ребят, ну, нужна экипировка более-менее, чтобы какая-то проверенная была. Потому что, ну, без фонаря вот сейчас, допустим, ну все, беда. Ну, я так образно накидываю. Вот, ну что, вот много разговаривают, люди пишут, но вот такой контент снимать, ребят, ну, вот охота чем-то поделиться мыслями. Да, вот надо как-то выехать, найти интернет и выйти в стрим. Ну, сейчас тяжело, там надо все через VPN и там через какие-то заходить. Тяжко сейчас выйти в эфир, ну, чисто пообщаться. Так, ладно, что у нас, ребята? 4 налимчика получается. Одного забрали. Блин, на жареху надо еще одного. Так не пойдет. Дрова, песня. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. На улице, ребят, уже рассветает, как вы видите. Время у нас начало 2. Ну, через час будет светло уже. Донки молчат. Тишина на кордоне. Вот до 11 шевеления было. И тихо. Ну, подложил костер, ребята. В общем, попробую, ребят, здесь поваляться. Сейчас что-нибудь сделаю здесь. Здесь вот 2 метра. Ну, внутри там, конечно, 1,10 м, что ли. Столько не будет. Ну, как-нибудь сейчас спальное помещение здесь сделаю. Пепел, блин, летит. Ветер крутит.
плохо. Я думал, ветра не будет, будет спокойный дым столбом. Вот, блин, надо вот искать, выбирать тоже положение данного устройства. И сейчас заляжем. Пенку, бушлат, жилет, подушка. Сейчас все расстелю и будет нормально. Так, ребят, ну что, будем тестировать? Так, топор здесь, нож здесь. Ну так, на всякий случай. Так, бушлат сверху или вниз? Ну, наверное, вниз. Вот так вот. Все. Будем кимарить, ребят. Пару часиков хотя бы. А там уже рассвет. Такие дела.
Друзья, всем доброе утро. 6 час утра. Кимарнул, ребят. Ну, в принципе, что? Можно спать. Ну, конечно, это не палатка, это даже, ребята, не крытая палатка. Естественно, в ней теплее. Но так, как вариант, летний, это очень круто. Вот такая стеночка, я думаю, пригодится. Есть не просит, весит вообще ни о чем. Килограмм там. Так что пускай катается. Вот. Вчера что-то вообще чаю напился. Даже есть неохота было, ребят. Ну как вчера, сегодня уже. Ничего не готовил, ничего не ел. Вот только перекусил я там колбасы, помидором. И все. Чайку попьем. Пораньше домой сегодня поедем. Обычно в это время еще сплю. Вот. Ну такого, знаете, как сказать, зона комфорта, понятно, да, сейчас есть палатка, печка, ну вот такого тоже вот охота вот возле костра там поваляться, знаете, там для себя прям. Вообще как-то хотел даже ролик записать, съездить в лес и переночевать, ну, с ночевкой, вот без ничего, как бы, сделать там надью, там, поставить там, я не знаю, там, укрытие, какой-то шалаш там, и вот переночевать так. Ну, вот что-то типа такого. Нормально, нормально. Да, вот завихрение только, ребята, и вот пепел залетает. Вот, как бы, сегодня погода, в принципе, такая же, всю ночь вот ветер шел. Такие дела. Что, собираем. Вот такой лагерь, ребят, минимум тоже свой кайф. Немного донок, минимум лагеря. Свернуться, развернуться. 3 секунды. Не знаю, я ночью еще книжку читал. Никто не звенел вроде. Не слышал я, что кто-то там звенел у нас. Крючки объедены все. Крючки все объедены. Под утро какая-то мелочь вышла, походу. Не знаю. На тех донках висит, то-то нет. Они вчера и работали. Так, вчера эта донка, ребят, рыбалку делала какую-то. О. Точно рыбалку делала. Сидит засранец. Ну да. Но тут уже, ребят, без вариантов. Тут уже дали заглотить. Вот такой грамм 450-500. Такой, ребят, сопливый. О, сколько пиявок в жабрах. Стоит, что ли, налим. Ну, в копилку. Какой-то коцаный, блин. Довесок к тому, ребят.
Жареха есть, ребята. Не может быть не радовать. Так что 2 налимчика. Получается за рыбалку сколько там? 5 штук? Ну, не знаю. Вода падает, ребят. Можно пробовать. Но впереди уже выезд с закидушками сделаем. По погоде посмотрим и уйдем в низовье. Есть одно место. Это именно в такую воду. Там надо порыбачить. Возможно, белая рыба будет. Это не точно, конечно. В этом году весна ранняя. И с прошлогодними рыбалками сравнений пока нету. Потому что, ну, какие-то года на 9 мая идет ледоход. Там очень огромная вода. Мы живем на острове. А здесь я вот рыбачу. Тяжело вот так сравнить, потому что все по-разному. Ладно, прощай, местечко. Скорее всего, здесь уже не постоим. Ну, успел, заехал. Че, давай, кормилец. Твой выход. Красота, ребята. Знаете, такое сейчас ощущение, что вот вспомнил, как раньше. Что-то залетел, бам-бам, надыбал дров, костерочек, немного донок, вот этот минимализм, вот этот, ну, понятно, да, вот этот навес. Что-то поклевал на лемчик, кимарнул так, ну, грубо говоря, возле костра. Собрался же быстренько и вот все, как бы мобильный такой. Да, ребят, ну, есть свои плюсы, конечно, но возле костра ночевать такое себе тоже. Здоровье, здоровье, ребят, главное. Очень понравилось. 4-я рыбалка, ребята. Если до этого 3 рыбалки было 5 налимов, 1 лещ, то сейчас за одну рыбалку. Ну, понятно, налимом не назовешь, но вот такой он у нас, ребят. Одна донка порадовала, куда-то попал. Проведал место, самое главное. Все. Вот так несет, ребят, течением. Можно спокойно сплавляться. Все, ребят, давайте увидимся. Впереди что-нибудь новенькое замутим. Закидушечки, наверное, попробуем на Изя съездить. Ну и, в общем, как-то так. Не забывайте за пальчик в воздух, ребята, комментарий. Ну и у кого там все плохо на ютубе, все ссылки в описании. Рутуб, ВК я не веду, ребят. Дзен, платная подписка, 100 рублей минимум. Но людям это не нравится, понятное дело. Так что, ребят, как-то так. Все, всем удачи, всем пока. Я домой.